В республиканской больнице состоялось историческое событие. Здесь официально открыт сосудистый центр и впервые проведена операция с применением ангиографа. Хирургическое вмешательство провели абхазские специалисты совместно с российскими коллегами. В истории абхазской медицины открыта новая страница. День радостный и волнительный. Первым пациентом сосудистого центра стал 80-летний мужчина, поступивший с критической ишемией правой нижней конечности. Ситуация осложнялась множественными сопутствующими заболеваниями, сахарным диабетом и мультифокальным атеросклерозом. Пациент подключен к монитору. Все жизненно важные параметры находятся под постоянным наблюдением. Реаниматолог следит за состоянием в режиме реального времени. Во время операции в республиканскую больницу приехал президент Бадыр Агунба. Глава государства ознакомился с работой нового отделения и оценил условия, созданные для пациентов. Бадыр Агунба поздравил с открытием центра и выразил уверенность, что это спасет жизни сотен пациентов. В первую очередь хочу поздравить коллег, поблагодарить за ту работу, которая проведена. Каждый из нас прекрасно понимает цена спасенной жизни. И мы очень давно ждали создания таких условий в Абхазии, когда мы могли бы оперативно принять решение по экстренной госпитализации. Я уверен, что это спасет жизни многих сотен наших соотечественников. Это очень важная работа. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших российских коллег за поддержку. Безусловно, не могу сказать и слова благодарности Сергею Владимировичу Киренко, когда мы вышли с предложением, с просьбой оказать поддержку по ангиографу, по очень дорогостоящему аппарату, который мы давно мечтали, как говорится, реализовать и иметь в нашей республиканской больнице. Он поддержал этот проект, и спустя несколько месяцев мы можем с гордостью отметить, что такого рода центр у нас открыт. Благодарю Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Мы в этом году на создание этих условий незапланированных бюджетных средств направили порядка более чем 70 миллионов, понимая, что это очень важный проект, который мы реализовываем. Все вы знаете, какое участие Бадыр Зурович принимал вообще в становлении этого проекта. Огромное вам спасибо. Вы дали совершенно другой толчок, импульс, чтобы это все реализовалось. Сергею Владимировичу отдельное персональное спасибо. И еще хотел поблагодарить моего коллегу Михаила Ильича Мурашко, который неоднократно приезжал, контролировал, все это дело держал на контроле. Вот сегодня специалисты Минздрава России находятся в Чазовский центр и присутствуют. Более 2 часов длилась напряженная, но слаженная работа. И в итоге абхазским и российским специалистам совместно удалось восстановить кровоток по 2 артериям. Этого достаточно, чтобы восстановить кровоснабжение нижней конечности и обеспечить заживление трофических нарушений, возникших вследствие ишемии. У пациента просто полностью отсутствовала вот здесь артерия. И из-за этого никак не могла зажить его язва на нижней конечности, и ишемия всей ноги происходила, то есть не хватало кислорода. Сегодня мы этому пациенту открыли 2 артерии, одну вот эту и вот здесь. Сейчас покажу, как это получилось. То есть вот полностью рабочая артерия получилась с мелкими веточками. Все сейчас будет кровоснабжаться, вся нога. Так что... Тот элемент критической ишемии конечности, который был, он нивелирован, правильно? Да. Операция прошла штатно. Все, мы достигли нужного результата. Была окклюзия передней большеберцовой артерии, та, которую мы и собирались открыть. У нас получилось все сооперировать. Сегодня в Республике Абхазия такой исторический момент в плане здравоохранения. Сегодня была проведена первая операция при помощи ангиографа, когда очень была сложная ситуация у пациента 45-го года рождения с тяжелым атеросклерозом нижней конечности. И если не сделать такого вида оперативного вмешательства, пришлось бы ампутировать конечность, и была угроза жизни пациенту. Вот сегодня коллеги Республики Абхазия, абхазские специалисты и коллеги из Российской Федерации, из Чазовского центра приехали, совместно соперировали. Республиканский сосудистый центр сегодня открыл свои двери для пациентов. Как сказал уже Эдуард Валерьевич,
Ильич была первая операция. Операция прошла успешно. Это результат многолетней работы. Вот. Хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие, и российских коллег, и Эдуарда Валерьевича, и строителей. Запуск ангиографа делает доступной плановую и экстренную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инфарктами миокарда и ИПС. Этот аппарат позволяет обеспечить точную визуализацию повреждений сосудов и выполнить необходимые диагностические и интервенционные процедуры ангиопластики, стентирования на месте, что в том числе уменьшает необходимость транспортировки больных и повышает оперативность и эффективность кардиологической помощи в республике. Сейчас по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Абхазии работает группа высококвалифицированных кардиохирургов из МИЦ кардиологии имени Чазова. Всего в течение дня было запланировано 3 операции. Российские коллеги высоко оценили профессионализм абхазских специалистов. То оборудование, которое установлено на данный момент, оно позволяет осуществлять широкий спектр лечебных и диагностических вмешательств. И я хочу сказать, что коллектив центра, он подготовлен полностью для дальнейшей работы, для принятия новых пациентов. И очень радует то, что данный вид помощи высокотехнологичный, он будет сейчас приближен к жителям республики. Кроме сосудистых проблем, на этом аппарате можно выполнять еще и операции по тромбоэкстракции при ишемическом инсульте, можно выполнять операции при кровотечениях, при онкологических заболеваниях тоже возможны различные операции, которые можно выполнять на этом оборудовании. Так что вот этот первый наш маленький шажочек в сторону помощи больным с заболеваниями сердца и сосудов в дальнейшем раскроет большой потенциал для республиканской больницы. Строительство шло 9 месяцев. Около 700 человек ранее выезжали за пределы республики за консультациями и оперативными вмешательствами. Наличие республиканского сосудистого центра в Абхазии в конечном итоге обеспечит сохранение жизни пациентов, улучшит ее качество и прогноз. Также экстренную помощь, например, в случае инфаркта миокарда, смогут получать российские туристы, посещающие республику. Сегодня весь этот поток, который должен был выезжать за пределы, я вот еще раз хочу сказать, мы будем его здесь кумулировать. У нас есть специалисты, у нас есть чат, где мы будем все это обсуждать, у нас есть маршрутизация по республике, как будут поступать пациенты. У нас специальная реанимация есть, палата интенсивной терапии здесь в отделении, специально под этот сосудистый центр создана. Поэтому 44 штатных единицы нам выделило государство для того, чтобы все вот это в полной мощи заработало. В данный вид медицинского оборудования позволит нам своевременно оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь здесь, в Республике Абхазия, у нас дома Хабсат Гилана. Затем глава государства навестил первого пациента Анатолия Соломка, который уже находился в палате под наблюдением. Медицина особо у нас нормальная, на высшем уровне. И старанием нашего правительства создать такую медицину, это не везде могут. Вот у нас есть настоящая медицина. Благодарю. За это благодарить не надо, это ответственность и обязанность государства. Никого не надо, но я заслужил. Я воевал и заслужил благодарность за войну. Спасибо. Спасибо вам огромное. Действительно, это очень важный скачок для нашей медицины. И самое главное, ты, когда видишь здоровых, жизнерадостных пациентов, это самое главное, наверное, и для медиков, и для всех нас. Сосудистый центр уже меняет судьбы людей, и это только начало. Каждая спасенная здесь жизнь – самая искренняя и лучшая благодарность тем, кто сделал это открытие центра возможным. Шазина Ханагуа, Давид Хашиг, Абхазское телевидение.